Добрый вечер. На ТНВ новости, в студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем сегодня. WorldSkills на финише. В 6 утра встаешь, сразу на площадку. Что получилось у участников и что президент приметил в Эмиратах для Казани? Лина Зинатуллина. Снос за газ. Требуют, чтобы снесли свои дачи. Почему сегодня грозят тем, о чем молчали 30 лет, выяснял Рамиль Шайдуллин. В очереди за счастьем. Вот такой ответ нам дают. Ждите, ждите. О том, дождутся ли соципотечники очереди на квартиры уже в этом году, узнал Сергей Хайдаров. Первая победа в Абу-Даби. Команда Челнинского лицея инновационных технологий заняла второе место в международных соревнованиях Junior Skills. Сегодня здесь завершились испытания мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills. 1500 участников представили судьям свои работы. Площадку соревнований оценил Рустам Миниханов. Что получилось у участников и какие выводы сделал президент? Со специальным репортажем из Абу-Даби Лина Зинатуллина. Финальный отсчет и бурные аплодисменты сегодня на всех площадках WorldSkills. Прически сделаны, детали выточены, пироги выпечены. Казанский кабельщик Александр Александров сегодня довел связь до условного абонента и вместе с 1500 других участников облегченно выдохнул. График напряженный был, В 6 утра встаешь, сразу на площадку там к 8, и, то есть освобождаешься только вечером, а вечером нужно сразу подготовиться к следующему дню. Привет, Россия! Видимся в Казани! Welcome to Казань! А болельщики сегодня используют последний шанс посмотреть на мастерство в действии. Многие площадки уже опустели и превратились в выставки готовых работ. Одна из самых интересных площадок у ландшафтных дизайнеров. Здесь развернулась целая оранжерея. И пока зрители оценивают это на свой вкус, у экспертов совсем другая задача. Кропотливые замеры, внимание к деталям. Среди международных экспертов, кстати, есть и татарстанцы. Они оценят работы по мобильной робототехнике, кабельным сетям, флористике. Довольно сложно оценивать, потому что примерно все участники одного уровня, и поэтому мы смотрим очень глубокую работу по цвету, например, как ребенок знает, насколько он умеет работать с цветом. Завершив испытания, и участники, и эксперты делятся впечатлениями от организации чемпионата. У нас возникла проблема с оборудованием. Помочь нам не смогли. Просто мой подопечный впервые не участвовал в конкурсе. Надеюсь, на вашем чемпионате такого не будет. Учиться на чужих ошибках и перенимать позитивный опыт. В Абу-Даби приехала делегация Татарстана. Рустам Миниханов познакомился с волонтерами и оценил конкурсные павильоны. Успевал и фотографировать. Особое внимание интерактивному стенду Казани, которая примет WorldSkills 2019. Рустам Миниханов уже на месте увидел, над чем нужно будет поработать. Мы по территории соответствуем этим задачам. Мы сейчас смотрим те особенности, которые надо учесть. По высоте временных сооружений у нас пока было запланировано несколько ниже, мы учтем. Ну и многие детали, которые сегодня мы здесь увидели, они будут полезны. То есть как организована площадка. Организаторы эмиратской стороны, самое сложное – это технические части. Делегация Татарстана представительна. Сейчас ее члены изучают кухню чемпионата. Каждый следующий чемпионат – это новый подход в проведении таких больших мероприятий. Безусловно, мы приехали поучиться большой командой. Но пока до казанского WorldSkills еще 2 года, в Абу-Даби он уже завершился. Завтра здесь пройдет масштабная церемония закрытия, где объявят имена победителей, а столица Татарстана перейдет флаг чемпионата рабочих профессий. Лина Зинатуллина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Абу-Даби. Свое восхищение уровнем организации WorldSkills в Абу-Даби Рустам Миниханов выразил государственному министру международного сотрудничества Эмиратов госпоже Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими. На встрече говорили о терроризме. Как подчеркнул Рустам Миниханов, очень обидно, когда идеи террора распространяются от имени ислама. Госпожа Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими отметила, что террору можно противостоять только сообща. 8 возможных участников террористической организации «Хизбут Тахрир», запрещенной в России, задержаны в Татарстане. Накануне у ФСБ России по республике совместно с МВД провели обыски. Были обнаружены копии запрещенной литературы, рукописные записи и отчеты о работе с новыми адептами. Обыск прошел в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 7 жителей Альметьевска и 1 жителя Лениногорского района. Их подозревают в участии и организации террористической группы. Сегодня в Вахитовском районном суде подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 декабря.
Сносить дома за свои деньги. Письма с таким требованием получили больше 200 дачников Зеленодольска. Их садовое общество 70 лет октября стоит в опасной близости к газопроводу. Но об этом владельцам не сказали и когда продавали участки, и когда достраивали дополнительный газопровод. Есть ли альтернатива? Рамиль Шайдуллин. От трубы газопровода высокого давления до края моего домика 89 метров. Насурула Усманов и не думал, что когда-то будет жить как на бочке с порохом. Однако месяц назад узнал, что в его доме обитать не только опасно, но и незаконно. Мы когда участок получали, никто нам запрета земельного участка, это построение, никто не запрещал. 30 лет жили спокойно, и кому-то что-то надо, не знаем, в чем дело. Теряются в догадках и соседи. Они начали получать письма от «Газпрома», где дома просят снести за опасное соседство с газовыми трубами. Но так, говорят садоводы, было всегда. У нас с двух сторон газопровод проходит. Вот это юго-западная сторона и как северная сторона. На схеме видно, о чем говорит председатель. Дома стоят на самой магистрали. Случись авария, уцелеет только центр. Говоря проще, теперь под снос могут попасть и дома по другую сторону поселка. Так общий счет идет на сотни, а ущерб даже не на миллионы. Под угрозой больше 200 домов. Столько же год назад газовики требовали снести и в Салмачах. Такую же проблему дачники поднимали на прямой линии с президентом России. Оказалось, что по новому закону дома могут стоять не в 100, а 150 метрах от магистрали. Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые уже построились там, их нужно оставить в покое. Можно ли оставить в покое зеленодольцев или хотя бы решить другим путем вопрос опасного соседства, мы спросили у «Газпрома». Но пока они готовят ответ, дачники готовят юристов. Ломать построенное никто не собирается. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольск. Зима близко, и Минстрой России подводит итоги. Он сегодня назвал регионы-лидеры по подготовке к отопительному сезону. В списке с высоким уровнем Татарстан. В рейтинг попали также Москва, Камчатка, Башкирия, Самара, Алтай. Здесь подготовили необходимый запас топлива, сокращен уровень задолженности перед поставщиками, отремонтированы сети. Минстрой продолжает вести мониторинг запуска тепла в регионах. А они пока не знают, где будут зимовать. У 1700 семей, участников программы социальной ипотеки, истек 3-летний договор с Госжилфондом, и они рассчитывают получить квартиры. В Салаватку переходят как на работу. Но не чужому счастью завидовать, а получить информацию о готовности своих домов. Что им ответил сегодня Талгат Абдуллин, услышал Сергей Хайдаров. Вот у меня 4 детей, мы в 20 квадратах, 25 квадратах живем. Альбина Сабитова участвует в программе соципотеки с 2014-го. Говорят, исправно выполняют условия договора, платежи вносят. Вопрос у них один. Почему после 3 лет ожидания нет даже намека на заселение? Пока жилья у нас нет. У меня даже ответ из жилфонда есть. Вот такой ответ нам дают. Ждите, ждите. Вопрос соципотечников остро встал и 2 месяца назад. Тогда представители Госжилфонда встретились с казанцами, чтобы ответить на волнующие вопросы. 14 год. Он прошел 3-месячный уже, понимаете? Меня Госжилфонд должен обеспечить жильем. Почему мои дети спят в двухъярусной кровати на 36 квадратных метрах? Квартир хватит всем, ответили тогда. Ведь соципотечники далеко не первые в этой очереди. Вначале аварийное жилье. На 2-м уровне будут те работники предприятий, которые осуществляют платежи, из которых строится это все жилье. С той встречи прошло больше 2 месяцев, однако за это время из 1700 соципотечников свои новые квартиры получили только 65. Учитывая все это, остальные просто не верят, что смогут заехать в новую квартиру уже в этом году. Поэтому десятки соципотечников раз за разом приходят на заселение домов в Салават-Купере. 100% уверены, что такое жилье будет и есть. Я неоднократно заявлял о том, что мы завершаем заселение аварийщиков, все остальное жилье пойдет для соципотечников. Количество тех людей, которые имеют право претендовать, меньше, чем количество квартир. Уже в этом году в микрорайоне Салават-Купере планируют заселить еще 10 многоквартирных домов. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Справки с места ДТП отменят, а автоинспекторы не будут изымать права на месте нарушения. С 20 октября вступают в силу нововведения для сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы вновь смогут останавливать автомобили и мотоциклы для проверки в любом месте на дороге. Документы теперь предоставляются без обложки и удерживающих устройств. Если случилось ДТП, то справки больше не понадобятся. Автоинспекторы их не будут выдавать, а страховые не имеют права требовать. Еще одно новшество. Водитель может сдать права в госавтоинспекцию в течение 3 дней после совершения нарушения.
Испорченные нервы и кредитная история. Вот что осталось от желания купить машину. К нам обратились жертвы банкротства Татфонбанка. В декабре прошлого года казанцы Шиабуддиновы оформили автокредит, но остались без авто, зато с долгом. Рамиль Шайдуллин о зависших деньгах и судебных разбирательствах. Они требуют там с пенями в районе 680 тысяч. Покупали машину, но получили испорченную кредитную историю. В декабре 16-го Шиабуддиновы обратились в Татфонбанк. На старте ждали автокредита, на выходе не получили ничего. Кредит одобрил, но, к сожалению, перечислить автосалону не смог. Так совпало, что кредит оформляли как раз в те дни, когда банк практически уже был банкротом. Татфонбанк кредит одобрил, но деньги так и зависли на счетах, а после и вовсе были заморожены, ведь управление перешло АСВ. Однако по факту кредит оформлен и он действует. Шиабуддиновых требует ежемесячных платежей. В автосалоне помнят все детали несовершенной сделки. Данная заявка была одобрена, клиент заключил кредитный договор, но денежные средства по данному кредитному договору на расчетный счет нашей организации так и не поступили. Шиабуддиновы оформили в кредит 540 тысяч рублей. Меньше чем за год набежали пени, больше 140. Задолжав уже порядка 700 тысяч, семья обратилась в Вахитовский суд и проиграла. Суд признал, что АСВ деньги перевел. Однако пострадавшие уверяют, это только на бумаге, в реальности денег так и не увидели. Это технические проводки. И, соответственно, неизвестно, то есть банк в реальности зачислил нам эти денежные средства или нет. В должниках остались не только казанцы. За свою правоту борются и ипотечники из Нижнекамска. По похожей схеме и у них зависли деньги. Почему, не получив денег, люди так и остаются должниками? И можно ли как-то выправить ситуацию с этими вопросами? Мы обратились в АСВ, но ответа до сих пор не получили ни мы, ни Шиабуддиновы. Семья подала апелляцию в Верховный суд республики. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Рособорнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проводит проверку школ республики на предмет добровольности изучения родного языка. Проверка завершится 27 октября. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства образования республики. Результаты проверки будут обнародованы. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Вазы и картины для десерта на скульптурных основаниях. Это и многое другое увидели казанцы, которые посетили выставку фарфора. Подробнее Эльмира Шимарданова. О гендерном равенстве пишут закон. Некоторые люди считают, что женщина – это слабый пол. Человека зависит, не от пола. Как женщинам хотят помочь идти по карьерной лестнице, узнал Дмитрий Аренин. Фарфоровые образы Петербурга. Сегодня в Казани открылась уникальная выставка. Ее презентовали директор Госмузея вместе с Минтимером Шаймиевым. Работа над экспозицией с романтичным названием «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга» шла почти год. Экспонаты, которым прикасались венценосные особы, увидела и Эльмира Шимарданова. На синем щите венок из белых роз. Этот рисунок на предметах сервиза императорской виллы. В каждой детали послание. Императрицу Александру Федоровну при дворе звали Белой Розой. И вот этот герб символизирует рыцарское отношение императора к своей супруге, императрице Александре Федоровне. Фарфор – волшебный материал. Он был рожден в Китае и долгое время оставался тайной. Раскрыть секрет его изготовления смогли европейцы. Позже, благодаря ученому Виноградову, другу Ломоносова, он появился и в России. Божественный материал фарфор, который действительно объединяет Восток и Запад, и который, в общем, создает что-то, что вообще человеку как бы создавать не полагается. Огромное спасибо за то уважение, за то, что вы нам поверили. И все идет как нужно, достойно. Это 17-я выставка, которая открывается в стенах Эрмитаж-центра. Его директор Зилия Валеева сегодня услышала в свой адрес поздравления с юбилеем. А в качестве подарка получила известие о том, что президент республики подписал указ о награждении ее орденом Дуслук. Открытие выставки – это вершина айсберга, скрывающая огромный труд сотрудников Государственного Эрмитажа. Специально для казанской выставки был восстановлен этот канделябр из кобальтового сервиза, как и многие другие предметы, которые казанцы сегодня увидели впервые. Выставку «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга» можно будет увидеть до весны 2018 года. Эльмира Шимарданова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.
Парламентарии заинтересовались опытом Татарстана по развитию международных связей. Продолжается визит Фарида Мухаммедшина в Страсбург, где глава Госсовета Республики принимает участие в сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Фарид Мухаммедшин проинформировал коллег о предстоящей конференции внешней связи регионов России «Опыт Татарстана» и пригласил руководителей Конгресса принять участие в форуме. Он состоится в Казани в начале ноября. Уступать место дамам мужчинам предлагают и на работе. Депутаты Госдумы загорелись идеей дать зеленый свет женским карьерам. Готовится законопроект о так называемом гендерном равенстве, предусматривающий целый набор привилегий для прекрасного пола. Такими мерами хотят выровнять состав мужчин и женщин в сферах, где традиционно доминировала сильная половина. Как к этой идее отнеслись в Татарстане и легко ли сейчас нашим женщинам взять власть в свои руки? Дмитрий Аринин. По новому законопроекту о гендерном равенстве предполагается несколько существенных новшеств. Так, при продвижении по карьерной лестнице преимущество отдавать женщинам. Еще на руководящих должностях в госорганах сделать квоты для дам. А если встанет вопрос о сокращении сотрудников, то первым делом увольнять мужчин. Сделать женскую долю более лакомой взялись известные дамы страны – депутаты Ирина Роднина и Оксана Пушкина. Несмотря на достигнутый прогресс в образовании женщин и охране материнства, работающие женщины в России недостаточно защищены. Особенно проблема дискриминации заметна в таких мужских областях, как промышленность, наука или политика. Встречные нами татарстанские женщины обеими руками поддерживают такое начинание. Если даже правители, женщина будет, хорошо будет. Потому что женщина всегда очень добросовестно относится к своей работе. Некоторые люди считают, что женщина – это слабый пол, но у них такие же права, как и у мужчин. Мужчины же говорят, что карьера должна зависеть от качеств человека, а не от его пола. Я не думаю, что как-то делать кому-то легче, жизнь кому-то проще, чтобы было. Это все равно от человека зависит, не от пола. Скорее всего, какие-то личные качества человека важны. Сейчас в правительстве республики из 3 десятков руководящих должностей ведущие посты занимают только 5 дам. Но если посмотреть глубже, то по данным Татарстанстата, женщин во всех властных структурах больше, чем мужчин. Как говорят представители всех ветвей власти, никаких ограничений для карьерного роста женщин нет. Говорить о том, что женщины в судебной системе ущемляются в части карьерного роста или, скажем так, вот социальных лифтов, поднятия с аппарата на уровень федеральных судей или мировых судей, этого абсолютно нет. По замам у нас, наверное, равенство, ущемление или там именно выбрать мужчин, наверное, нет, потому что у нас, наверное, больше работа связана деньгами. А деньги, женщина любит деньги. За всю историю своей работы я начинала работать в вузе, в школе. И вот уже 8 лет я в парламенте, я ни разу не испытывала никаких сложностей с своей гендерной принадлежностью. Как еще отмечают специалисты, сейчас по законодательству у нас мужчины и женщины уже равны. Равенство у нас же везде прописано. Закон об образовании возьмите, закон о государственной службе возьмите, до Конституции возьмите. 5-6 статей Конституции только об этом говорит, что мы равные. И, как говорят, есть сферы, куда дамам лучше не ходить ради их же блага. Тушение лесных пожаров женщины не допускаются. Валка леса, на заготовке леса женщины не допускаются. Тут как тоже надо ограничения снять, что ли, получается, их послать с бензопилой в лес или с лопатой на тушение пожаров? Ответить на вопрос, нужен ли стране закон о гендерном равенстве, еще предстоит ряду экспертов, после чего документ должен пройти обсуждение в парламенте. Дмитрий Арин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. В соцсетях снова информационная атака. Накануне появилось сообщение о ящуре в молочной продукции из Башкирии, которую тут же опроверг Роспотребнадзор. И вот новые сообщения. На этот раз о лекарственных препаратах. Героиня ролика вскрывает одну за другой капсулы Эсливера. Не обнаружив внутри содержимого, женщина называет капсулы пустышками. Причем это уже вторая волна рассылки в соцсетях этого ролика. Впервые он появился еще год назад. Лекарственный препарат представляет собой твердые желатиновые капсулы коричневого цвета, содержащие маслянистую пастообразную массу. Беспокоиться не о чем. Данный лекарственный препарат у нас действительно качественного содержания. Умные кредиты Банк Восточный предлагает своим клиентам займы по выгодным ставкам и уникальным условиям. Как получить солидную сумму, об этом далее.
30, 50 и даже 100 тысяч рублей потребительский кредит на такую сумму – привычное дело. Но бывают случаи, когда нужна и большая сумма, иногда до 500 тысяч. Здесь уже требуется особый кредитный продукт. Им в Банке Восточный является кредит под залог недвижимости. Максимальная сумма по данному предложению составляет до 15 миллионов рублей. Залогом может служить любая недвижимость собственности. При этом для заемщика ничего не меняется в плане условий проживания. Он и его семья точно так же продолжают проживать на своей площади, ездить на дачу и так далее. А кредитом они могут пользоваться по своему усмотрению. Мы также предлагаем нашим клиентам умный продукт под названием «Смарт-кошелек». Оформление смарт-кошелька не требует каких-то сложных документов, все обычно, как при получении кредитов на крупную сумму. Еще у данного кредита действительно доступная ставка и предоставляется он в том числе физическим лицам, владельцам собственного дела. Подобные кредиты требуют обращения только в надежный банк. Так, наши сегодняшние эксперты, Банк Восточный, вправе называться надежным партнером. Об этом свидетельствует и регулярное лидерство банка в различных рейтингах потребительского кредитования и проверка экономическими потрясениями и доверие как со стороны специалистов, так и со стороны обычных граждан. Вторая жизнь изношенной одежды. В Центре современной культуры «Смена» открылась необычная выставка. Все экспонаты сотканы из лоскутков. На открытии побывала Алина Бережная. Не знаешь, какая же это будет форма, и каждый раз она неповторима. Так автор выставки, художница из Воронежа Евгения Ножкина, говорит о своих работах. На первый взгляд это просто бессмысленный набор лоскутков, но каждая экспозиция со своей философией. Все мы пользовались одними и теми же тканями, юбочками, платьицами, и каждый человек, когда смотрит на эти работы, у него возникают какие-то свои ассоциации. Такое трепетное отношение к тканям у Евгении 13 лет. Началось все с работы костюмером в театре. Сегодня руками художницы сотканы сотни гобеленов. На создание одной работы мастер тратит до 3 месяцев. Каждый экспонат создан из определенных видов ткани разных фактур. Кстати, материал художница дарит как знаменитые российские кутюрье, так и друзьям. А это экспозиция с особой философией. Работа, сделанная из одежды бабушки автора выставки. Для создания такой красоты понадобилось 3 чемодана одежды и 2 месяца. Казань для меня, можно сказать, и родной город. Здесь родилась и выросла моя бабушка. Выставка продлится до 12 ноября. Посетить ее может любой желающий с 12 дня до 9 вечера. Алина Бережная, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. На смену золотому ковру ковер белый. Через 3 дня в республику придет снег, сообщает Гидрометцентр. А электронные СМИ обещают настоящую зиму до -5. Пока же в ближайшие дни татарстанцы смогут насладиться уходящей золотой осенью. Подробный прогноз погоды далее, а я же пока не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Осень, цены сбросим. В октябре скидка на Алмак 01 в аптеках Вита, Казанские аптеки и аптеках Саккура. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». Бабушка, улыбнись. Скажи мое имя. Подними руки. Первые симптомы инсульта увидит даже ребенок. Сохраните жизнь вашим близким. Минздрав Республики Татарстан. 17 ноября вот здесь, в главном здании Сбербанка, система, которая была разработана в Google, используется всеми мировыми компаниями, будет доступна и вам. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре Марка. Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. С днем рождения, Эссон! С днем рождения, Эссон! Скумбрия свежемороженная 1 килограмм 109 рублей. Шампиньоны 1 килограмм 169 рублей. Ой,
Ой, папа, вас мама и тут, и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Nissan теперь в Канавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. Либридерм, сирацин. номер 1. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Татарстанские команды против лидеров Запада. Акбарс и Нефтехимик проводят непростые выездные матчи с топовыми клубами КХЛ. Результаты поединков неоднозначные. Есть и крупные поражения, и трудовые победы. Хоккеисты Акбарса провели, пожалуй, самую сложную выездную серию этого сезона. Крупная победа в Нижнем Новгороде, проигрыш по буллитам в Москве. Дальше обидное поражение от Локомотива, волевая игра против СКА. А завершали эту серию в Хельсинки, где местные джокеры воспользовались уставшим состоянием казанцев и довели дело до победы. Выступление нижнекамского клуба также похоже на маятник. Волевые победы чередуются поражениями. «Динамо» в Москве обыграть удалось. Действующие обладатели Кубка Гагарина клуб СКА взяли своеобразный реванш за Акбарс. Теперь нижнекамские хоккеисты отправляются в Ярославль, а барсы дома примут «Трактор» из Челябинска. Игра начнется в пятницу в 19:00. Я считаю, что в целом мы показали неплохой хоккей. Есть, конечно, у нас вопросы, которые мы должны улучшать. Фехтовальщики Татарстана стали с победителями первых в истории командных соревнований на первенстве России. Турнир среди спортсменов до 15 лет прошел в подмосковной Лобне. Сюрпризом соревнований стала неудача москвичей, которые не сумели пробиться в первую четверку. А золото разыграли первые команды Татарстана и Новосибирской области. Наши спортсмены выиграли встречу с перевесом в 17 баллов в свою пользу 36-19. В завершении к единоборствам сборная республики стала первой на чемпионате ПФО по кабудо. Соревнования завершились в Набережных Челнах. На турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Саратова, Башкортостана, Удмуртии и Екатеринбурга. По итогам соревнований сборная Татарстана в командном зачете заняла первое место. На второй строчке оказалась сборная Удмуртии, а третье место завоевали спортсмены из Саратова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставку, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер» – настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки ночные температуры в республике повысятся и практически сравняются с дневными. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит до 7 градусов тепла, днем будет до 10 градусов выше 0. На северо-востоке переменная облачность, местами дожди, ночью плюс 8, днем же до 9 градусов тепла. На севере республики пасмурно и дождливо, ночью плюс 7, днем же плюс 10 градусов. На северо-западе Татарстана будет облачно, ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а вот днем будет немного холоднее, до 8 градусов тепла. Вот на юго-западе будет малооблачно и без осадков, ночью до 8 тепла, днем же до плюс 9. В центральном районе республики местами ожидаются дожди. Температура воздуха в ночные часы составит до 8 градусов тепла, днем будет до 10 градусов выше 0. В последующие сутки в республике будет немного холоднее и по-прежнему ожидаются осадки. Республиканская стоматологическая поликлиника приглашает региональных льготников на бесплатное зубопротезирование. Адрес Казани, Бутлерова, 16. Запись по телефону 236 42 97.
Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Спонсор выпуска – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес Казани – улица Чистопольская, дом 55. Предстоящей ночью в Казани пройдет дождь, температура воздуха составит плюс 8 градусов. Днем будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем составит до 9 градусов тепла. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ожидается небольшая магнитная буря. В санатории Бакирова одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам оправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово.